Тем временем более 300 спортсменов боролись за медали в стенах центрального бассейна Сыктывкара. На базе спортивной школы Олимпийского резерва «Аквалидер» прошел чемпионат столицы Коми по плаванию. В программе соревнований как одиночное плавание, так и комплексное. Евгений Стокас о, возможно, будущих звездах спорта, которые зажигаются уже сейчас. Заплыв на 100 метров. За звание сильнейшего борются юноши. Это молодые спортсмены спортшкол «Аквалидер», «Орбита» и Эжвинского спорткомплекса «Бумажник». Константин Чапин – кандидат в мастера спорта. Плаванием занимается уже 11 лет. В марте планирует взять мастера спорта. Удача и усердная работа не подвели Константина и в этот раз. На 100-метровке спортсмен с легкостью обходит соперников. Вот вчера занял 2 первых места на полтиннике и 200 вольный. Участие в турнире не ограничивается одной победой. Многие ребята, помимо призовых мест, получают и новые звания. Я выполнила разряд. Разряд выполнил? Да. И какой у тебя разряд теперь? Второй. Второй детский? Взрослый. Богдан Варварич в своем заплыве быстрее остальных, но результатом все равно недоволен. Минута и 3 секунды на 100-метровке. Прошел лучше, чем обычно, однако считает, что можно было и поднажать. Сложно было плыть. Первую 50-ку нормально, еще более-менее, а потом уже ноги забиваются. Руки сложно очень. Несмотря на вновь введенные ковидные ограничения, чемпионат все же было решено не отменять. Правда, проходит он без поддержки зрителей. Впрочем, болеют за ребят их же товарищи. Как-никак середина сезона, пора показывать результат. В настоящее время экватор, можно сказать, спортивного сезона. Поэтому это прекрасная возможность для юных спортсменов-пловцов показать свои все максимальные физические возможности. Всего за 2 дня соревнований разыграли 34 комплекта наград. Лучшие выступят на республике. Главное теперь не терять форму и задор. Евгений Стокас, Александр Карепин, Дмитрий Ведерников, телеканал «Юрган».